давайте починать наше восхождение. Я уже не помню, там подъем на саму башню платный или нет? А я пойду обойду. Давайте обойдем. Папа, давай обойдем вот здесь. А мне вот подобается по каменям. Так приємно. И с папой, и с сыном. Брать свежу. А мы не ставим такой меты, кто перший. Нам приємно поучти. Я тоже. Бегу вежу. Головне – медь, відповідний обуток, зручний, робочий, побушак. Головне увогуле місць обуток, хоча б які. И ни в яким разе туфли на каблуках. Не, на каблуках это классно, это классика. Подняться на каблуках на башню Гедемина — это классика. Это шизофрения. Пашок, ти бачиш фунікульорчик? Фунікульорчик бачиш? Ось якраз ось там я тобі хотіла показати, що можна заплатити, і потім ти платиш і за підйом, і за спуск, по-моєму. Ну, а нам потім, ось після цієї дорожки будуть приступки. І ми почнемо брати. Вітаємо вас на холме Гедемина. Но это еще На горы. А нам еще туда. Да. Будем брать саму вежу. Там скульптура стоит на Швейцаров. Это первая, вот там далее, это первая литовская электростанция. Вот такую штуку должны были у нас забить, правильно? Вот эта цирка. Взяли, развалили. Туда экскурсии ходят. Детям показывают, как было. Первый, на самом верхе. Да, стоит Швейцаров. Пригожий вигляд. Ярис, мост, Миндауга. Вот там музей, школьников. Показывают, узнаете. Там выстава регулярно. И вот наши же могли так заховался уже. А это причастная электростанция. Там еще и историчная, да. След, заместо того, как заховать, обновить и сделать эту конфетку, они просто зруйновали и все, и зникло. Отдать эту площадь этому олигарху, этому Чижу, да, как он побудовал там готель, тому все зруйновали, а теперь ломают, кусают. Ну, ось так, да. Ничего не осталось. Историчное. Може, коли-небудь у Новой Беларуси обновим, под те часы зробимо. Ну, это уже будет не аутентично. Это будет уже новоясно, новая будовля. Фундаменты знищили. А у археологов лічиться, що коли фундамент есть, то и обновляется на ним будинок, то это аутентично. А вот коли уже фундамент, ну, то все, это уже новобуд. Добре. Нагадую, что это вот першая такая заля перед тим, як підніматися на башню. Тут такі бойниці,
ниши, рыцари. Іде экскурсія на литовской мове. Тут вот клянчик такий. Ось Нярис тече. І ми. Папуся, де ми знаходимося, скажи нам. Показывай пальчиком. Ось. Да, ось тут мы. Номер 2 там. Номер 2. И мы только что вот глядели там. заховались этого будинку. Ага. Княжеского, не то княжеского. А так, Так, где сейчас кран там стоит, подъемный, да, так? стоит. Ага. А вот, оказывается, на этом холме 3 крыжов в те часы так само была такая драўляная крепость, якая обороняла эту верхушку, потому что она, конечно, как господствующая вышиня, з її можна було стріляти по этой. Добре. Тут ще є, ніжей, на однім поверсі є кінозаля, а ще вище, от, бачите, тут такой. Это уже про сучасные часы тут. И чему так люди стоять руки? Вот, потому что это ланцуг. Да, ланцуг от Таллина до Вильни. От Вильни до Таллина был ланцуг, коли... Вось. Ага, вось это ланцуг. Приезжали, а тут сюда выставились. Вот, тут машины поставили, а тут... О, бачите? Ось они. Стоять, и вот это как бы вот это, да, это как бы вот символ того ланцуга, что и старые, и с детьми, да, и латыши, и эстонцы выстроились в такой ланцуг. Ага, ось так само. Ось каля вежи, где мы находимся. Каля вежи. И вот давай люди сюда приходят, и вот сердечки, бачишь, дети приносят. Тоже свежие. Это, наверное, как формировался ланцуг, ехали машинки, напевно. І ось сердечки, про які Олег каже. Солідарність з Україною, да, ось жовто-блакитний. Вот этот помник рижский высокий, незалежности. Вот в Риге стоят там. Еще. Вежа наша. Віншую. Полетаем. Что успеем? Давай. Сегодня добрый ветрик. Он пригоже развивается. Ну что, папуся, мы с тобой разом как бы... Ну что, сябры, вежа Гедемина уже нами, усими тремя. Она осталась без боя. Так что мы вельми задоволені, що знаходимося зараз. Ви можете побачити Вільнюс. За нами Вильнюс. Да. За нами Минск. Всім привітання, діти, внуки. Живе Білорусь, живе Литва. Живе вічно, як завжди. Живе НАТО, живе Євросоюз. І слава Україні!
мы отзначаем нашу вышиню поеданием бананчиков за наши труды. И там такие самолетики. Бачите, летит. Такі ж розлетілися. Где вон там 3 крижі. І стріла гэтага крану, яку я вам показувала з землі. Так що, папуся, які твої міркування? Чому тут кран, що він робить? Отсюда дорогу, що там обваливается. С того боку. Все ж таки, може, они вот гэты обновляют вот это комплекс и будут рыхтовать до наведывания туристами. Да, тут может быть какие-то подходы они ремонтуют. Но что конкретно нового не знаю. Зрозуміло, що нічого нового не прибудовують. Там Нярис з іншого боку. А там Вилия, вот где мы только что недавно шли. И наши 3 крыжи. И коли еще раз возьмем 3 крыжи, колисти можно будет и взять. Бачиш, вон, вот пошли как бы стеной, тут была вежа. Желтая была. А, вот тут, да? Ну, где сидят женщины. Угу. Добре. Ну, я нас віншую. Я сподіваюся, що і ви нас повіншували з тим, що ми взяли черговий раз, я другий раз. Хотя мы с Олегом были тут давно студентами, ще коли тут вокруг вежи было все у древах, все было поросшее древо, весь холм был тут у древах, и праз их по такой стежке, вот менавіта вот там, вот там, вот там, вот так у круговую, мы поднимались тут как-то до этой вежи. Ось. А зараз уже древа всі давно вирубили, і все тут вже по-іншому виглядає. Так що, сапраўды, я 3-й раз на вежі, но Олег больше. Что он тут показывает? Ось там так само Вільнюс пригожа глядиться, так? Ми побачили, що на костюлі в жупісі український стяг піднятий. Ну, високо. Да? Угу. На шпиле прямо. Угу. Мы приехали, чтобы посмотреть шпили. Добре. Какой собор сейчас? Или что? Петропавловский. Многих, яких я не был еще ни разу, это вот той. Які? Он Екатерининский называется, как-то что-то. Я не помню там от нас. Где ее? Белый такие? Да, я ничего не бачу, так себе, слепую. Вот Каменец район. И вот вон там. Окей. Ну, я хочу тебя вот побыть с этим брешью. Ага. О, гляньте, как страшно тут. Да, бойница такая. Глядите, какая тут брешь в этом бордюре. Давай. Мочи их, мочи. Вильня наша. А вашей не будет Вильня. А вот вам Украина, да? Ось вам. Ну, добре. І так ми покорили вежу разом вон з тим хлопчиком. З тим. Ну все, пришли с детьми, треба заходить. Ага, ось, давайте глянем ще раз на Нярис.
недавно, мы эту самую выглядали, А вон и вежа. на схиле шляпу чью-то. То есть кто-то стоял, и он сдул шляпу, и кто-то валялась. А Ну, тут ось. недавно была рука намалевана. Пришел какой-то мастак. Ой, добре, що її зняли. А що, нема зараз? Все. Ой, добре. Ну, такое... А ведаешь чему? Шмат литовцев стали протестовать. Ну, как бы написали, что не подобается. Провели голосование, и яны больше выказалися. А я так сам, я одразу побачила, ты кажешь, ой, так чудовно. Я говорю, что такое, ну, как бы, ну, непригоже было. Я не хочу там резких слов сказать. Ну, непригоже было, ерунда какая-то была. И справді, малайцы литовцы отстояли свою вежу в первозданном выгляде. Малайцы. Демократы идейные. Классный этот дах, это не таласа. А где ты след того фундамента? Где он бачный? Вон. Так покажи. Вот Ой, это да. есть фундамент. Ой. Тут был костел. Я хочу показать небо. И оно глядится тут чудовно. Вот такой же глубина, вот такой же. Видите? Недавно дрончик летал. Тут ёсць ветерок, але я думала больш прохалодно будзе, ну калі будзе ветер, але ветер даволі цёплы. І папуся і Пашок, а не здаецца ли вам, паглядзіце на неба і на гэтыя такія хмаркі, якія напаўзаюць і ветер, што это пачынаецца тая пыльная буря, якую учора мы прочитали. Да, погляди. Глаза, пыльно, может, все, я ничего не вижу, да. Да, мы нічого вже не бачимо. Але, это, конечно, жартуем, але бачите, ну вот погляди, папа, починаються вот такие. Яны сказали, що завтра, починає 17-го, потім 18-го красовика, 19-го, до речі, чекаються у Вільнюсі. И, да, так званый пыльный бурок, якая откуда она там, я читала. И уже вот как бы бачно, что вот облаки такие вот какие-то, ну, як глядятся пыльными облаки. Где-то сигнализация так неприемно учить. Просто уже. Ой, так там, а что там светится так? Это солнце отражается, да? Гляньте. Это у той это электромузей, не? А, да? Какое-то шкло отражает, сонейка, что ли? Да, как будто факел этот, прожектор. Это же вот там этот парк лютеранский, лютеранский парк. Ага. Там гора, это бычья гора. Таурус, да. Добре. Чудовно. І так, ще раз, наше вінцювання. Я вельми щаслива і задоволена. І так, наше узаходження на гору Єдеміна і на вежу завершено. І ми вже йдемо долу. По этой тропинке мне так радостно здымать. Зараз Олежка спала, абмяркоўваюць, чаму ў гэтым жалабке, да, час ад часу такія больш высокія каменні уложаны. Яны мяркуюць, чаму гэта. Вось глядзіце, вот такая жалабок, і вось час ад часу, вось, допустим, напрыклад, вось, вот я як паказваю, где-то вот такі, а вось,
вот такие, больше торчать уложены, больше высокие камни, бачите? І так уздовж усього этого желобка. Ось ще. Бачите, що? Як ти? Ось ще. Ну і яке твоє міркування? Чому? Как бы не было такой склизкой сплошной дороги, как бы она была, имела такие перешкоды. Ага, пороги такие, для водички може коли, да? Коли лед подскользнулся, альбо коли лед, да, може на ковалке. И вода как бы имела преграды. Некое сторожительное Ноу-хау, так. Добре. Хай-тек. Лайфхак. Ага. Да, ось так, вот такі ось. Бачите, ось. Вот супроть сонейка, мне больше классная. Ну и, конечно, слив продумал. Тут уже нема. Ну, мы назад уже вот, мы выходили вот по этой дорожке. Ой. Все, дякую вам велике за... З вами була спадарыня Мар'янна, спадар Олег і наш син, який нас зараз навідує у Вільнюсі. І ще раз вам велике дякую, що ви з нами побывали на башні Гедеміна, на вежі Гедеміна. І до наступних зустріч. Пакуль! Я сама добре спущу.